Російська Федерація, вона завжди старається розділити проблему Донбасу і проблему Криму, так? І представники, так, спікери Російської Федерації, в тому числі Володимир Путін, вони вважають, що Крим – це одна проблема, наприклад, теоретично, Донбас – це інша проблема. От Крим не лунає вже так дуже голосно, так, на міжнародній арені. І до цієї теми повертаються лише час від часу. Розв'язання, так, проблеми анексії Криму, чи воно має якісь шляхи вирішення? Часто говорили, що потрібно створювати якусь іншу площадку, так, аналогічно до тієї, яка є у Мінську, так, тристоронньої контактної групи. От з Кримом як бути? Но опять же, это все приходит к тому, а что именно сделать Западу и какие инструменты есть у Запада. У Запада есть экономические инструменты, чтобы повлиять на Россию, но это вот как для конкретных стран, для конкретных компаний, для конкретных, скажем, земель в Германии, это просто будет означать затраты. И поэтому... Вы маете на увазі экономичные, так? Да, экономичные. И потому что говорить-то можно много, и я думаю, чисто формально вот это непризнание аннексии, она остается. И в этом я не вижу больших расхождений между западными странами. Но вот пойти на какие-то, то есть на какие-то затраты, чтобы этого добиться, просто европейская общественность не готова. Может быть, американская была бы готова, но там просто нет этих экономических рычагов, или, по крайней мере, они не такі прямі. Ви маєте на увазі, що просто економіка Сполучених Штатів Америки не так пов'язана, так, з Російською Федерацією, тому що це інший континент і вони далеко. Да, то есть они могли бы, конечно, на это повлиять, но это они бы только могли на это повлиять через, как бы, того, чтобы они ударили по тем европейским компаниям, которые сотрудничают с Россией, а это было бы, как бы, угроза разрыва вообще отношений между Европой и США, которые сейчас пошатнулись уже и так. Президент України